Анатолий Вениаминович, добрый день. Мы говорим о истории происхождения или идее создания болгаро-чувашского Турханата. Вот с этой целью вы один из тех личностей, людей, которые участвовали в этом проекте создания болгаро-чувашского Турханата. Обозначение истории происхождения болгаро-чувашского Турханата мне хотелось бы услышать ваше мнение, потому что предложение возникло не без вас. Вы же тоже, наверное, высказывали. Мало поддержать, но еще какие-то, наверное, было желания. Расскажите, вспомните об этом, когда это было, в каком году, что случилось и так далее. Что хочется сказать? Про Турганат у меня мысли были давно еще. Я себе вносил с этой идеей. То есть идея это была уже, да? Да, идея была. Но когда мы работали вместе с Михаилом Юхмой, мы как-то вот сидели за столом и обсуждали про нашу чувашскую нацию, про наше развитие народа, культуры, традиций. И вот тогда я сказал Михаилу Юхме, может быть, нам надо как-то поднимать нашу элиту. И одна из идей таких, вот, создать дворянство, чувашское народное дворянство, национальное дворянство. Угу. И вот я сказал об этом Юхме. Михаил Николаевич сказал, про это, говорит, я тоже думал давно, я тоже говорил. Вот. И вот мы тогда совместно решили, что надо вот эту идею продвигать. Притворить в жизнь. Притворить это в жизнь, да. Ага. А Анатолий Петрович Ефимов-Урак, он как участвовал у вас? Он, когда мы про это сказали, он очень обрадовался. Он говорит, присутствовал? Он присутствовал. Он говорит, у меня даже есть знак, вот тотемное кольцо, о том, что я являюсь... мои предки были дворянами. У меня Тургана. Князь Урак. А у меня уже информация выходила на эту тему. Вот в связи с погребением Сергея Эрнста Михайловича мы там как раз и вспоминаем о том, что Сергеев расшифровал вот этот перстень князя Урак. Да. И вот, когда все вот так собрались, все вот так совместно все это поддержали, после этого у нас пошло движение. Михаил Николаевич взял на себя вот это, все это, организационные вопросы, и это положение, знак и так далее. Все это пошло вот так быстро. А в каком году это было, происходило? Это, помните? Так, годы. Ну, за давностью лет, наверное, не вспомнить. Да, давненько это было, давненько. А я же с своей стороны, вот Юхме тогда предложил, когда на свое 60-летие меня приняли в Турханат, и говорю, Михаил Николаевич, давайте, говорю, сделаем как бы в формате видео, и как это должно было происходить или происходит, публичное там служить своему народу и так далее. И вот мы как раз и запечатлели, это в интернете есть у нас. Да, да. Про это тоже Михаил Николаевич вот это все написал, что вот этот члены организации должны как бы принимать присягу на себя, дать слово народу, что вот они будут работать на благо республики, на благо чувашского народа. Ну, что хочется сказать. Конечно, на сегодняшний день болгаро-чувашский Турханат должен получить какое-то некое дальнейшее развитие, проводить какие-то мероприятия и движение вперед. Раньше мы часто встречались, собирались, говорили, новые идеи выдвигали. Это было. В последнее время, да, у нас этого не происходит. Ну, будем жить, будем работать. Да. Вам, Анатолий Вениаминович, желаю успеха в труде, в жизни,
в вашей предпринимательской работе. В общем, счастья и удачи вам. Спасибо, тогда будь. И вам спасибо. До свидания. Юрий Витальевич, в нашей студии вы сегодня как гость. Такой вопрос. Юрий Витальевич, какую вы роль сыграли в организации Болгаро-Чувашского Турханата? Как организатор, наверное, были? Да, идеи, да. Идеи были ваши? Идеи были коллегиальные, потому что она витался в воздухе. Это было в далеком 2014 году, начался год, и у нас был активный этот урган, профессор Анатолий Петрович Ефимов-Урак, доктор медицинских наук с Ядеринского района, деревню Ора-Багасе. Профессор жил. Я дополню, академик 6 или 7 академий. Да, но он умнейший человек, он профессор, научный работник и большущий такой патриот чувашского народа. Из древней болгарской семьи, древней чувашской, из рода Урак. Был такой царь Урак, который правили болгарским народом. Но я сам, Юрий Витальевич Дадюков, Чудай, себе тоже могу считать из древнего рода. Древний род, как я глубь не смог входить, он знал с 1100 года, считай, около 1000 лет, но я 1700. То есть вы все жили памятью о своих предках? Да, это генетический код, который в каждом человеке надремлет, она мне тоже не давал покоя. Особенно мой прапрадед отличился в Пугачевское восстание, когда этот Пугачев Чуваши освобождает народ от царей, вот так, и он со своим отрядом тоже участвовал, только это предание до нас дошел. У меня дядя был историком, Георгий Дмитриевич Дадюков, все это описал, и все сходится. В деревне тоже говорили, были героические личности. Он как-то уцелел, раненый был, потом пошла репрессия, когда Пугачевскую армию разбили. Ну, это с 1774 года. Через этого даже вот в книге мне удалось, в 1774 году, это моя книга со своим классом Роберт Геннадьевич выпустили, 19-20 июля 1974 года здесь, в Вильнингове, стоял войска Емельяна Пугачева напротив села Курмуж. Это был уездный город, вот Козырь-Югатька. Вот тут книга, это живой памятник. Это ваша книга? Да, совместно с Галимом Робертом Геннадьевичем. Дальше. Юрий Витальевич, давайте теперь вернемся к организации. Вот это самое организация. Вот она витала в воздухе. Мы вот в календаре Болгаро-Чувашского Тургана к столетию Чувашии. Сколько у вас? Нас здесь 33, но сейчас еще 2-3 человека прибавил. Сюда не попали. Здесь 33 человека. Вот витал в воздухе. Юхма Миша всегда поддерживал. Он свой род знает, убиватор тоже 1000 года, 900 года. Ну, я чуть меньше. А в Ираке это реальный царь Ефимов, тоже 1000 лет. А я 1700 года, 720. Дальше надо ехать в Ленинград, Нижний Новгород, доберусь. Ну, а как организовывался? Организовывался как? Вот эти два лидера, Ефим Анатолий Петрович Урак, царство ему небесное, и Юхма Михаил Николаевич. Потом я, третий. Потом присоединился на календарь смотришь товарищ Николаев Анатолий Николаевич. Наш общий друг, который Анатолий Вениаминович Павлов, они все первыми. Потом Дергунов Петр Иванович, он летчик, он из Дрожанова, тоже, говорит, свой род, убибатор, знает хорошо. Они все в первом ряду. Ну и это еще Картунов Николай Григорьевич тоже, он тоже свой род изучил. Писатель, врач и тоже безвременно ушел. Наш Красночетайский, я его
подключил на это дело, наш мой земляк. И мы потом 22 собрались, 22 января уже 2014 года, 22 января, вышло постановление. Михаил Николаевич, большое спасибо. Вот такой книги он сказал, обязательно выпустим. Здесь 21 турганы, которые 21 человек попали. 21 человек. Ну, потом еще 33 стало. Теперь 35, наверное. 21 человек. И все это документализировано. Вот у нас созрел в облаках витал. Вот это 5 человек, еще раз говорю. Товарищ Дадьков Юрий Витальевич, Ефимов Анатолий Петрович, Николаев Анатолий Николаевич, Полеев сильно поддержал, Самакин поддержал сильно, и Михаил Николаевич, само собой. И мы, как бы, создали собрание, и там решили избрать ЛДБРом президентом Тарганата товарища Михаила Николаевича Юхма, ну, заместители вице-ЛДБР Юрий Витальевич Дадьков, это собственная персона я, и Анатолий Петрович Ефимов Гурак. И мы вот этот костяк потом еще организовали типа присяги на чувашском языке. Михаил Николаевич это все по отравлению рукописям нашел, что делать. И присяга, клятва. Клятва, да, Антуны, это клятва данная. Мы все его дали. И призыв сразу написали, сделали. Клятва служить своему народу. Да, в первую очередь на благо болгар-чувашского народа и российского государства. Мы всегда в составе России жили. И дальше вот тут нашли тотемы, 14 чувашских родовых знаков тамги. Вот они. Они все из тысячелетиями чувашского мира. Но, чтобы не было голословно призывы, тут опять 3 фамилии подписываются. Михаил Николаевич Юхма, наш ЛДБР, вице-президент Дадьков Юрий Витальевич, это моя персона, и Ефим Анатолий Петрович, 3. Ну, что за это дворянство, если нет знака отличия? Тут уже опять коллегиально подключились. Вот это знаки делают тоже. То есть разработали нагрудный знак. Да, нагрудный знак. Чтобы, давайте покажем его. Да, чтобы... Ну, я тут опять активно подключился, свои финансы подключил, свои же были возможности. И каждый... Тут ЛДБР, это должен Юхма иметь право на сны, я как вице-ЛДБР. Потом болгар-чувашский Турганат. И это наше общество. И болгар-чуваш Тургане. Это каждый имеет право носить. Да, вот это медали висят, вот они. Вот вы, придя сюда к нам в студию, принесли очень много художественного материала, который связан именно с Турханатом. А нельзя ли узнать истории вот этих возникновений или приобретений, кто их разрабатывал, кто их делал эскизы, кто оплатил? С удовольствием отвечу. Давайте. Как меня, когда избрали вице-ЛДБРом, я сказал, вот это организационные вопросы, Михаил Николаевич, он ЛДБР, он другие важные дела. Я сказал, максимально нам надо и флаг, это в воздухе висел, нам надо знак отличия, но мне доверили. Я коллегиально, у нас президиум здесь 5-6 человек был, я разрабатывал, коллегиально потом что-то изменили, добавляли, особенно вот этих, с флагом должен был этот маленький нюансы. Да. Да, мы его как-то облегчили, улучшили, потом вот здесь, видите, наверху нет тотема Кубрат, вон там в середине. А на этом флаге изменил, тотем появился. Вот этот. И вот это более тот же самый флаг, более чуть-чуть изменен, только вот это изменился. Но насчет знаков Турганата тоже сильно потрудились, обмозговали, хотели только знак Тургана, а я сказал от своего имени должен быть 3 знака отличия. Вот это болгар-чувашский ЛДБР,
болгар-чувашский Турган и на чувашском болгар-чуваш Тургане. Мы же из чувашской нации. Вроде бы народу понравился. И как полноценно, что для истории. Потом дальше, вот у нас еще появился календарик со всеми фотокартами каждого Тургана. И это измененный второй вариант. Вначале был только, я его не принес, был только 20 человек. И потом, я думаю, всем оно нравится. С фотками и довольно. И дальше же, пока же объясню, настал момент, и решили и женщин увековечить. У нас великие женщины были, княжны. И вот болгар-чувашская княжны. Вот в календаре и их мы включили. Я думаю, это наши, тоже они свой род знают, древние. Их очень даже. Вот Елена Васильевна Барская, она из рода Тимирязевых. Это Климент Аркадьевич, они здесь с дочкой сидят. Вот мои дочка тоже здесь, снохи из рода Токай. Вот Вырак. Вот все сестры Ефима Анатолия Петровича вот здесь. И племянник, они тоже туда вступили. Тут еще многие известные из Москвы есть, много. Все они свои корни знают, чувашские, и, я думаю, они календарь очень прекрасно украшают. В этом календаре самое ценное, еще благодаря Николаю Кондрашкина Григорьевича, здесь знак есть, где основатели вот нашего великого болгаро-чувашского государства Аспарух, Крымское ханство, Кубрат и Котрак, и Кубрат, и Аспарух. Они потом разъехали вот этот. Котрак приехал в Волжско-Болгарию, основал, вот который вот здесь это стоит. Чтобы люди знали, вот эта карта в Болгарии это сделано. Нет, в болгарском государстве на западе. Тут надписи, видишь, все на иностранном. Это не мы. Вот край Болгары, здесь видно Болгар, вот край Черный мир, вот здесь наши предки, туда их вел Аспарух. А Котрак на Волгу поднялся. Вот здесь мы обосновали Булгарах. Но Кубрат это отец сыновей, которые правили после него. Он умер в 7 веке. А он основал вот это великое государство. Оно было от Самана, от Карского моря, от северных до болгарского, вот, Каспийского. Да, болгарского. Но тогда оно назывался Болгарское море. Потом Каспийское называется. Тут написано Болгарское море. Еще раз говорю, и это серьезный документ в Болгарии, в Академии наук. Оттуда нам прислали. Это все очень ценные карты. Но годы идут, чувашская диаспора с этим диалектом только остался по Волжье. Вот круглый этот наше компактное проживание. То есть от этого, от Самарской области до здесь, до этот. Вот наши, вот другой карта, которая при Ленина, у нас такая республика должен был быть. Вот. Но это Владимир Ильич Ленин давал нам такой большие возможности. Но мы не очень попользовались. Мы должны были до Бугуруслана, нашей границы. Здесь нефти были, здесь везде компактное проживание чувашей. И Симбирске. Наша столица должен был быть. Да, это всем известно. Чистая, все Чистополи, там все наши живут, чуваши. Там даже у нас вышел уважаемый маршал Советского Союза Егоров с чувашими корнями. Мы об этом фильм сделали, Олег Самана. Ну, вот это тоже оригинал карта. Столица Болгарии, Республика Чувашия. Вот она. Ну вот тут еще хочу что показать. Вот у нас первые дворяне Тургана. Собрание. Тут вот Михаил Николаевич. Тут наш Ефим Вырак, уважаемый Анатолий Петрович. Я, собственно, персон. Тут и генерал из нас. И это Дербнов. Все. Вот один из первых княжны признанный, Елена Васильевна Барская. Она из рода Тимирязи, который старый род, тоже тысячелетний.
Она тоже среди нас. Тоже в этом году безвременно от нас ушла она. Вот так. Вот эти знаки, символы, я думаю, у каждого хорошего болгарина, чувашина, должен быть такая кепка мы сделали. Вот, потерся, еще выпустим. Разработали. Я по своей инициативе. Тут тоже вон 3 нас. Это центр Волжской Болгарии и Фанагории. У нас 3 компактных проживания. Ну и вот Вымпел тоже есть, Азия Болгар фонде. Мы фонд организовали, история культуры Волжской Болгарии фонд. Я там тоже директор ходил, мы активно работали, память остался. Но это современный стиль древней жизни, наш чувашский древней жизни флаг. Очень на желтом фоне все красиво. Мы, как говорится, для истории эти все остаются, память. Работаем. Юрий Витальевич, вот интересно был ваш рассказ, потому что действительно это глобальная история. Часть мировой цивилизации, как чувашской цивилизации, да. А вот скажите мне, пожалуйста, Юрий Витальевич, а дальнейшие какие у вас планы? Идеи, пожелания? Смотрите, сегодня не самое лучшее время, конечно. Россия нас защитить. Да, Россия нас защищать. Да. И здесь, наверное, может быть, надо как-то принимать некие решения, чтобы подрастающее поколение вот это воспитывать, Да. участвовать. Вопрос такой. Россия сейчас не самые лучшие времена переживает. Да. Это было во все времена, нам не давали спокойно жить. Вот что можно сказать? Болгар-чувашский турбанат теперь должен помочь нашей российской армии. Ну, во-первых, чем помочь? Как все, одеждами, едой, кто может техникой. Надо выезжать туда, рассказывать про наш великий народ. Концерты даже можно на патриотические темы. Ну, работа не початый край. Работа есть, да. Да, есть. не надо лениться. А Россия сейчас воюет против 55 государств. На нас готовились. Да, Юрий Витальевич, а вот в этой работе какие организации, то есть с кем мы можем согласовать свое участие в этой работе? Ну, организаций много. То есть, благодаря Олегу Алексеевичу Николаева, главы республики, нашего земляка из Красно-Китайского района, организован фонд помощи солдатам, фронтовикам и на Донбассе, и на Херсоне, и Запорожье. Отсюда отправляет гуманитарную помощь. И вот эти вещи, еду, тушенка можно оставлять. Я как коммунист, я тоже деньгами несколько раз помог, посильно, сколько в моих силах. И можно в коробку и вещи можно более-менее поношенные, посылками, и тушенка, которая не портится. Можно как коммунистам можно отнести. Около нового автовокзала у нас главный корпус Компартии России там расположено. Это раз. И в других местах есть. Ну, кто хочет, в интернете много, где то можно силу приложить. Мы потом в передаче отдельно будем Обязательно. Помочь надо солдатам. Мой троюродный брат свой поддержанный Нива. Федоров Александр Иванович. Нива на ходу сказал, там пригодится. Прислал, им нужна была машина. Он сам на север ездит, на кране, говорит, надо помочь. Нива, машина на ходу дал, там воюет. Сам уже он за 60 тоже. Вот такие поступки очень много. Помочь можно, главное, очень хотеть надо. Очень хотеть. Ну, пенсионеры тоже посильную помощь оказываем. Но я знаю одно, победа будет за нами. Россия снаружи, со стороны никогда не победили и не победят. Юрий Витальевич, вот как бы возникает вопрос. Коллегиально Турханат принимает медаль болгар-чувашский герой. А вот как возникло присуждение медали Золотой Звезды, учрежденной в Советском Союзе?
Как вот история? Откуда такая смелость, Так, необходимость появилась? я постараюсь это объяснить. Вот эта книга, которую Михаил Николаевич издал про Болгар-Чувашский Тарганат, вышел постановление Президиума правления Чувашского общественного культурного центра от 9 декабря 2013 год. Вот. Там все написано. Болгар-Чуваш Паттове, Болгар-Чувашские герои. В 1934 году в Советском Союзе тоже во главе Сталина Герой Советского Союза учредили. Но к нему прилагался орден Ленин, высшая награда и знак отличия, звезда героя. Если я, имея титул Болгар-Чувашский герой, Турган, в России и в СССР это ассоциировался всегда со звездой героя. Я думал, на опыт этих наших предыдущих поколений, потомков, я думал, лично мой такой жизненный опыт подсказал, надо звезду иметь, чтобы дворянины, болгар-чувашские герои, издали узнали. А этот круглый знак с номером, это хорошо, но она не полный был бы. Потому что в истории все повторяется. То, что Герой Советского Союза и орден Ленин шел, это хорошо. У болгар-чувашского Турганата есть медаль болгар-чувашского героя, но отличительного знака героя не было. Это я посоветовался с друзьями. Она прижился в нашем кругу. Это общественная награда, неправительственная. На базе того же знака Героя Советского Союза, который несуществующее государство, мы решили так. То есть память о былом государственном величии. Да, совершенно верно, Самана. Я думаю, она пусть знает, есть еще в нашей Чувашской республике герои, которые хотят, чтобы чувашский народ процветал, они делают благие дела. Юрий Витальевич, у меня... Традиции конечно, не надо забывать, надо ее поддержать. И у меня в связи с этим тоже идея. Я ее хочу сейчас обнародовать. Будущих героев России, героев Чувашии, мы непременно их увидим. Мы непременно их найдем. Мы вправе от имени болгара-чувашского Турханата награждать именно этой золотой звездой. Да. Присуждая им в честь их подвига. Заслуг перед народом. Пусть это будет воин, пусть это будет труженик, но его ратный труд мы должны и вправе, наверное, будем отмечать. Награждать, присуждать эту золотую медаль. Согласен? Да, это обязательно надо. За особые заслуги перед чувашским, российским народом надо отметить надо. Не забывайте, мы по численности в стране были третьим, сейчас стали пятым, шестым, но мы великий народ. Мы своих великих людей, которые на благо России и болгаро-чувашского народа, их надо поощрять надо. Это общественная награда, никаких не государственная. Я думаю, это приживется. Благое дело делаем. Я с вами согласен. И на этом остановимся. Спасибо. Я готов всегда великому делу российского и болгаро-чувашского народа готов служить. Пока у меня сердце дышит и глаза видят. С вами наш поэт, писатель Юрий Петрович Сандус. О нем. Его историю. Так, как это было? У нас есть общая знакомая Марина Кузьмина, родственница Сарабусь, Юрия Петровича Сандуса. И мы с ней были знакомы, дружили. Она работает директором Дома культуры. Говорит, у меня есть дядя, который пишет стихи, хорошие стихи пишет, говорит. И патриот, живет в Чебоксарах. Я всегда поэтами общаюсь. И с удовольствием мы с ним встретились. С благословения племянницы Марины Кузьмины.
из Сарабуща. Но стихи показал у Юхму-Миши. Видно, Божий дар имеет. Представился, познакомились. Он свой род хорошо знает. Древний род Петрову Сарабуща. Но коллегиально с Юхма-Миши мы в собрании собрались, его решили принять наше дворянство Турганат. И Юрий Петрович теперь под номером 23 стал полноправным членом дворянского общества болгар-чувашского народа. Михаил Николаевич пришел, союз писателей мы взяли, сразу книги выпустил. Дорогие наши зрители, вот сам поэт Юрий Петрович Сантус-Ара. Мои зрители уже видели как-то презентацию его книги. А вот он, как бы теперь сегодня перед вами на экране. Юрий Петрович, вам слово. Ваша история. Ну, тут моя история вам не обязательно, но я родился на реке Ара. По-русски Аря называется. Я этим счастлив. Потому что Ара это у всех, кто знает слово Ара, святое. Ария, Ара. А сегодня разговор идет о Тарханате и Тарханах. Да. А Тарханы это, в моем понятии, самые сильные люди с древних времен. Родились они на Кавказе, часть вышли в Болгарию, часть поднялись по Волге, потом оттуда по Свияге и по реке Ара дошли и до нас. Вот я думаю, что кто-то из них через много-много-много колен. Я горжусь еще тем, что мои родители прекрасные люди, я этим счастлив. В семье они прекрасные, а также и с людьми, соседями и со всеми, кого они знали. А почему я пишу книги? Тарханы были великими людьми. В основном они занимались торговлей. Но, конечно, приходилось и защищать свою честь. И приходилось воевать. Как они воевали, я, конечно, не знаю, об этом ни слова не скажу. Мы мирные люди, и у нас семья мирная, и поэтому пишу я книги тоже. Вот только о хорошем. Вот моя вторая книга «Ура есть власть», лишь бы делать добро. И это очень важно в наше время, тем более. Тут у меня внутри очень много людей. Целая история. Очень много людей. И все они самые-самые-самые лучшие, хорошие. И это наш дом. Плохой человек такой дом делать не может. Да, это Вся деревня помогала строить. Искусные мастера строили. Да. А это вывеска у входа в нашу деревню. Арабуч называется. Потому что наша деревня расположена на реке Ара. Выше нашей деревни другой деревни нету, поэтому Арабуч называется. То есть начало. В нашей семье моя бабушка по линии матери тоже была очень сильная женщина. Можно сказать, сильнее и мужиков частенько. Не такой силой, умом она сильная была. Хотя мало жила она, 37 лет только, но делала столько добрых дел, столько не может делать и 100-летний человек. Вот где там сила. Они были не только сильные, и богатые. Богатые не деньгами, а умом богатым были. Вот как надо жить. И для меня это принцип. Поэтому я написал в ней эту книжечку. Хотя она маленькая, ну, кто читает, я думаю, там все рады. Мудрости выше крыши. Мудрости. И я этим тоже счастлив. И написал я еще сейчас поэму о реке Аря, но пока только рукописи. Ну, думаю, через месяц у меня появится. Обнародуете. Никто еще раньше не писал о реке Аря. Ну, конечно, тут и наша деревня, и про людей, кто там живет на реке Аря, и про деревень. Начиная с нашей деревни
и доходя до Кавказа. Там тоже очень много же названий, связанные с Ара. И Арарат там есть, Арагац, Арагви, очень много. Вот. И это говорит о том, что мы оттуда с Кавказа пришли. Ара сохранился и там, и которые поднялись, они сохранили это название Ара до нас. Ара святое. Вот все святостью я хочу жить. Так предлагаю всем. Спасибо.